Эхо Москвы в Уфе и общественная организация Берзямлек представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Ожог. Янау. Получить ожог. Янау алау. Получить ожог. Янау алау. Две сотрудницы УМПО получили ожоги во время пожара в сборочном цехе. Өфе мотордар yetiştirүү birikməsinin 2 xidmәткәре йыйыу цехында янгын вакытында янау алгандар. Две сотрудницы УМПО получили ожоги во время пожара в сборочном цехе. Өфе мотордар yetiştirүү birikməsinin 2 xidmәткәре йыйыу цехында янгын вакытында янау алгандар. Эхо Москвы в Уфе и общественная организация Берзямлек представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Доброе утро, Уфа! Уфимский разворот на радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Руслан Валиев, Анна Яни и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. И мы приветствуем вас 19 числа в среду. С большим удовольствием вас приветствуем, друзья. Наш сегодняшний разворот обещает быть, я надеюсь, насыщенным. У нас обзор прессы, фрагмент голосования и гость. Все на своих местах. Также на своих местах, я надеюсь, общение с вами. Вы можете пользоваться чатом в YouTube, если вам это удобно делать сейчас. Также у нас прямая видеотрансляция в Одноклассниках. Есть номер для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений. +7 927 304 10 51. В общем, о повестке дня и о чем-то, может быть, еще мы сегодня поговорим, поэтому начнем с обзора. И я все-таки начну с нашей публикации, поскольку этой темой мы занимались, ну, скажем так, не одни, конечно, но подхватили ее после ребят с городского телеканала ЮТВ. Конфликт в автобусе номер 74 Башавтотранса 14 января был. Мы вчера слушали даже аудиофрагмент того, как это все происходило, и голосовали на тему транспортной реформы. По мнению наших слушателей, я напомню, все-таки она в конечном итоге не удастся, несмотря на все попытки. Так вот, в конфликте между пассажирами и водителями, значит, по мнению Башавтотранса, все-таки больше виноваты пассажиры. Значит, вчера был разбор полетов, на так называемую кадровую комиссию водитель был вызван. И, значит, по его словам, он производил высадку и посадку на всех остановках в соответствии с маршрутом, что подтверждается данными с датчика ГЛОНАСС. В автобусе ГЛОНАСС, соответственно, есть. Но, начав движение от остановки «Авиатехникум», часть пассажиров потребовала и дополнительной остановки. Автобус водитель остановил на остановке улицы Карла Маркса, и желающие вышли через переднюю дверь. Кондуктора, я напомню, там не было. Но вскоре ситуация повторилась. Водитель вновь открыл дверь, предупредив, что выход через переднюю. После оплаты проезда выждал некоторое время, но в результате не дождался тех, кто хотел выйти, и продолжил свое движение. И после этого к нему вновь подбежали, потребовали остановиться вне остановки, начали бить по стеклу, вот ограждению водительской кабины. Он их выпустил, они не оплатили. После этого они снаружи, соответственно, на автобус нападали, по его словам, и требовали его выйти наружу. В общем, такая версия. И самое главное в этой истории, я-то, вот, например, не был заточен на то, чтобы там вот выяснить, что именно водитель во всем виноват, и давайте всех собак на него спустим. Водитель-то сам по себе в некотором смысле заложник ситуации. Тут хуже другое, что вот по данным, значит, Башавтотранса, закон не обязывает перевозчика иметь во всех автобусах кондуктора. При этом они, конечно, стараются кондукторами всех обеспечить, но пока у них не получается. И в данном конкретном случае количество пассажиров соответствовало нормативному. То есть 70 человек там было по данным Башавтотранса, автобус вмещает до 120, поэтому не надо говорить, что там был биток, и нельзя было якобы пройти к водителю через салон. То есть люди должны были справиться с этой задачей, и, соответственно, виноваты, в
в общем-то, пассажиры, по мнению, значит, перевозчика. Таким образом, ну что, водителя дернули, а выводов организационных, мне кажется, в этой истории особо никто и не сделал. Мне кажется, проблема-то на самом деле глубже, не в конфликте водителя и пассажира. То есть вот я хотел обратить внимание вот на эту насущность проблемы, да, то есть у нас есть сложности с обеспечением кондукторами, с системой оплаты, может быть, надо что-то делать, те же самые валидаторы внедрять, как это уже в Москве работает много лет. Ну, в общем, непонятно. Точнее, понятно, что пока ничего хорошего. Понятно, что ничего хорошего. У меня тоже есть такие новости. Уфа-1 пишет. Разрешение на возведение жилого комплекса на месте снесенного А-кафе в Уфе до сих пор не отозвали. Вот так вот. Я напомню, что прокуратура потребовала запретить работу девелопера еще 2 месяца назад. Но вот, как сказали Уфа-1, в самой мэрии разрешение на строительство высотки там не отозвано. Вот так вот. Причем Сергей Греков, я напомню, говорил, что там строиться ничего не будет. Прокуратура потребовала запретить работу. Но вот это вот разрешение сроком до 30 ноября 2024 года на текущий момент является действующим. Цитата по мэрии. Перед Новым годом буквально замминистра строительства Артем Ковшов, который был здесь в студии, он тоже ожидал понять, что там, в принципе-то, юридически все по закону, и документы у застройщика есть. Другое дело, как он будет ими пользоваться с учетом резонанса общественного. Люди, понятно, против. Пока вроде как там взята пауза, но мы там легко можем увидеть как раз-таки жилое здание довольно-таки. А что самое интересное, Руслан, там очень быстро раскупят квартиры. Да, раскупят. Вот всякий раз удивляюсь, да, то есть часть общественности на что-то жалуется, а в то же время нигде ничего не пустует. Ты знаешь, это как на вертолетке. Они все застроили настолько максимально, что даже один дом, он стоит вот на углу и прикрывает собой профилагу нефтяного и дом для инвалидов и престарелых. Вот место самое ужасное. Там все время пробки, теперь аварии, но ведь там раскупили квартиры, Руслан. Да, я говорю, это раскупается везде. Кстати, как и вот в том же Миловском парке, приговор по делу которого вчера был вынесен в Октябрьском райсуде, кстати говоря, чуть ли не событие нескольких лет, можно сказать. Это крупнейший проблемный объект за последние десятилетия, пожалуй, по количеству обманутых дольщиков. И вот Октябрьский райсуд приговорил 3 руководителей Килстройинвеста, похитивших средства дольщиков. Об этом, значит, пишет «Коммерсант». Дмитрий Комлев приговорен к 10 годам. Иван Арапов и Павел Рыцев к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Это прецедент прям. Это прецедент. Это реальные сроки, причем сроки серьезные. И, как бы, да, понятно, мы должны сказать, что впереди еще будет кассация, обжалование наверняка многочисленное, и еще годик пройдет, как это бывает в резонансных делах, но решение первой инстанции прям-таки удивило. Буквально вот вчера с некоторыми коллегами обсуждали, и не ждали мы каких-то серьезных решений. Даже чуть ли не условный срок предполагали, да, как это у нас бывает в громких делах. Может быть, просто кто-то из дольщиков близкий к суду? Ой, ну вот мне кажется, в этой истории этого недостаточно. Тут какая-то такая серьезная политическая воля на более высоком уровне, и эта самая воля, наверное, перекрыла возможности и какие-то связи, которые были у этих самых фигурантов, ну теперь уже обвиненных, по сути дела, преступниках. Хотя, опять же, приговор в законную силу, как я полагаю, не вступил, и еще будет обжалование. Да, будем следить. А у меня, правда, ПФО с заголовком «Прокуратура обнаружила нарушение в программе «Башкирские дворики». Вот так вот. ФАС завела антимонопольное дело. 11 февраля начнется рассматриваться дело о нарушении федерального закона о защите конкуренции в отношении Республиканского госкомитета по конкурентной политике. С заявлением обратилась прокуратура Республики Башкортостан. А в прокуратуре считают, что в 3 тендерах на благоустройство по программе «Башкирские дворики» неправомерно были объединены в один лот работы на разных объектах, что могло привести к ограничению конкуренции. Это, конечно, наверное, ничем не закончится. Это будет, скорее всего, перекладывание бумажек с одной стопки в другую. Прокуратура, в общем, делает вид, что выполняет свою работу. Да, но... Ну, так вот. Нам тут Артур пишет в Ютьюбе. Погода паршивая, новости депрессивные, мы все умрем. Я, кстати, не согласен, во-первых, с первым тезисом. Погода, вот я обожаю, когда так вот -2, вроде как и снег не сильный. По-моему, прекрасная погода. Прекрасно я гулять, вот с удовольствием, да. Артур, я вам предлагаю просто прогуляться как-нибудь вечером по центру Уфы, очень красиво, где Медалея, пройтись в парке около Белого дома. Там нет снега, там чисто, там светло. Пройдитесь. Ну вот, позитива просят, да, Башинформ открываем, и тут же нам, пожалуйста, позитив. Давай. Благоустройство территории вокруг озера Теплое в Уфе завершится в 2023 году, и еще будет дополнительное место. Наконец-то! Ну, опять же, надо понимать, что обещают завершить. Надо бы, наверное, перефразировать. Слушай, я думаю, что перед 450-летием они будут стараться закрыть такие крупные объекты, чтобы потом сказать, вот,
Мы Надо сделали, у отдать нас должное. С красиво. общественными пространствами, вот с парками у нынешней команды получается, да. И в Уфе уже несколько таких объектов запущено за последние 3 года. И по республике даже они появляются, хотя такого, в принципе, по республике раньше не было. Вчера целый глава Башкирии побывал на берегу Теплого в Инорсе. Тут в Башинформе большой фоторепортаж. Осмотрели, обсудили, как говорится, и планы наметили. Вот 23-й год, там, ну, наверное, будет хорошо. Интересно, да, озеро Теплое, оно любопытно же не только летом, но и зимой. Недаром оно теплое, да? Да. Оно вот льдом не покрывается, и прямо сейчас там даже люди купаются. Я хочу отметить, что когда я работала в 2015 году в главархитектуре, уже тогда обсуждалось, как привести Инорс и озеро Теплое к какому-то красивому виду. То есть это не ежесекундное желание, это уже давно прорабатывалось и обсуждалось. Угу. Ну вот раз уж главную архитектуру мы сейчас упомянули, я надеюсь, что сегодня в программе «Персонально ваш» после 15 часов мы увидим заместителя руководителя, ну, де-факто, по-моему, все-таки руководителя глав архитектуры города Уфы Ольгу Сарапулову, и вот и в том числе про Инорс, и вообще, в принципе, про наши градостроительные дела мы с ней надеемся поговорить. Угу. У меня публикация на сайте Эхо МСК Уфа. Администрация Уфы решила с 1 февраля ввести доплаты водителям, машинистам, трактористам и дорожным рабочим. Ну, это чуть ли не главное событие вчерашнего дня. На самом деле, да. Вчера на оперативном совещании в мэрии об этом сообщил первый заместитель главы администрации Марат Гайфуллин. Доплату ведут за интенсивность труда, сказал он. И таким образом рост зарплат запланирован почти на 40%. Это для водителей, машинистов, трактористов. Для дорожных рабочих это будет 25%. И заработная плата водителей с учетом интенсивности они хотят поднять до 60 тысяч рублей. 60, если они поднимут, это хорошая зарплата для Уфы. Да, я согласен. Меня только смущают формулировки. То есть за счет некой интенсивности, не просто поднять зарплату, то есть не оклад, а какая-то интенсивность вводится, и при этом максимальную планку они озвучивают в 60. Угу. То есть получается, что не все смогут выработать эту сумму. Хотя я напомню, вот по моим довольно-таки достоверным сведениям, в том же 2017 году при предшественники, скажем так, Елалове до 90 тысяч получали некоторые сотрудники этой сферы, когда тот самый снегопад был. Вот как бы такое, поэтому как бы не обошлось. У нас же как, поднимут формально одну часть заработной платы, особенно когда она такая, как портянка, состоит из разных частей, а другую срежут. То есть формально можно отчитаться, что смотрите, мы подняли. Одной рукой дают, другой забирают. А фактически человек на руку получает ту же самую сумму, а то и меньше. И такие прецеденты, к сожалению, есть. По поводу получения денег. На Башинформе вышел прекрасный, замечательный лонгрид, что в Башкирии положено семьям с детьми в 2022 году. Башинформ совместно с Министерством труда и социальной защиты населения сделал этот лонгрид. Слушайте, первый ребенок, второй, третий, четвертый, пятый и последующие, все максимально подробно расписано. Допустим, я не знала, что когда рождается первый ребенок, абсолютно всем семьям можно подать заявку на лагерь. Или санаторий, да. Тут, и причем это настолько удобно, то есть ты открываешь эту ссылку, провалишь, там же есть форма заполнения. То есть для тех, кто не знает, что вам положено, вот на Башинформ там все расписано по пунктам, со всеми ссылками, можно прям сразу сделать и оформить все. Да, вот такие вот пошаговые инструкции зачастую нужны и очень полезные. И, в общем, я, кстати, по ней оформляла пособие на ребенка в 2020 году, на самом деле. То есть тогда была пандемия, я через вот эту вот статью провалилась на сайт Минтруда, я смогла записаться там на прием, чтобы принести документы. То есть мне даже не надо было там приходить к 8 утра, занимать очередь. То есть это аналогично, я так полагаю, статья, или та же самая? Нет, они ее каждый год обновляют и добавляют новое, чтобы было актуально. Понятно. Так, что еще сказать? Буквально формальные моменты есть. Вот у нас кадровое решение. Новым замминистра культуры Башкирии назначили 33-летнего Ильнура Мухьянова. Почему-то вот на эту новость прямо многие СМИ обратили внимание, и все публикуют фотографии, как он, значит, позирует вместе с музыкантом Элвином Греем. Вот это, видимо, важнейший этап биографии молодого заместителя министра. Может, просто Элвин Грей не дает покоя никому? Ну вот, наверное. Плюс биографию публикуют, что, дескать, значит, Мухьянов трудился администратором специального учреждения временного содержания иностранных граждан УФМС России в Башкирии. Ну, начало трудовой карьеры, почему бы и нет, да? 33 года, мне кажется, человек как раз-таки ближе к культуре сейчас, чем вот те, кому там за 60, за 70, кто сидит в ведомстве. Поэтому будем надеяться на какие-то позитивные изменения.
Но мы, наверное, заканчиваем Мы собором всегда надеемся, но, в общем, наверное, надеяться это не вредно. К сожалению, в общем-то... Ну, не думай же, что мы все умрем. Да. Надо все-таки трезво смотреть на вещи. Еще одно кадровое решение. Давай. Замглавы администрации Уфы, надо сказать, Радмир Муслимов покинет свой пост. Даже Башинформ об этом пишет. Коммерсант первыми об этом вчера сообщили. Якобы у него, минуточку. Он курировал вопросы строительства и архитектуры. Вот это очень важно, да, с учетом тех вот трендов и тем, что мы обсуждаем. Вот. А причины здесь не указаны. Я вот хотел сказать, что он по собственному желанию, но здесь я не вижу соответствующей информации. Ну что ж, да, действительно, обзор прессы закончим. И фрагмент. Вчера у нас был гостем программы «Персонально ваш» политтехнолог Андрей Потылицын. Перед Новым годом мы тут в эфирах пытались разобраться в некоторых проблемных вопросах. Эти вопросы с новой волной всплыли. Я имею в виду наш общественный транспорт, а всплыли они после публикации ЮТВ в автобусе. Люди поругались с водителем. Казалось бы, частная история, но вот на мой субъективный взгляд, она довольно-таки иллюстрирует, да, общую картину, которая нас сопровождает. Тут министр транспорта у нас говорил, что вот в ближайшие месяцы мы уж точно все решим. У нас вот уже будет новая контрактная система, и новые перевозчики к нам заходят, и они будут замечательно все делать. Один из них даже зашел. Правда, он единственным не принимает ту же алгу, там объявления висят, что... Он не принимает алгу, у него не работает ГЛОНАСС. Он вообще, то есть батька Махно вошел в город Уфу. Я каждый раз силюсь понять все-таки, что же не так. То есть вот действительно нет желания в конце концов добиться результата или все-таки нет компетенций? Однозначно нет компетенции. Конечно, желание есть. То есть желание есть хотя бы снять проблему. Компетенции нет. Транспорт — сложнейшая сфера. При этом существуют уже наработанные другими городами и странами алгоритмы, велосипед точно не надо изобретать. Я знаю, что Уфа удивительно капризный город. Несколько было итераций процессов, когда это еще даже до Хабирова, когда вызывались специалисты. Вот опять подходила ситуация критическая, что вот плохо, проспект стоит, что-то там не так, и вызывали специалисты. Какой-нибудь специализированный институт, в том числе питерский, ну, да. И еще другие. Люди приезжали за какие-то там небольшие деньги, делали экспертизу и выкатывали резюме. У вас вот это неправильно, нужно сделать вот это. А чиновники смотрели на это все и говорили: ой, нет, мы это делать не будем. Причем без объяснения причин. Есть у меня подозрение в том, что некоторые из этих предложений шли вразрез с их личными интересами, а какие-то были просто непонятны или там трудно реализуемы. В итоге мы остались, при том же примерно. Хабиров был прав, когда вышел на улицу в первый свой день приезда в Уфу, посмотрел на наш транспорт и возопил. В этом смысле он был прав, но в этот момент его правота и закончилась. Потому что дальше то, что он стал делать, это абсолютный бред. Он был прав в том, что проблему надо решать. И это подтверждает мои слова о том, что желание есть. Компетенции ноль. У него лично не беда, он же не транспортник. Это компетенции ноль у его окружения, не беда, можно было кого-то туда добавить. И вот 0 компетенций, в конечном итоге, на данный момент, который сохранился, он дает нам вот этот результат. Никого не пригласили, никого не послушали, никаких советов не вняли, ничего. Значит, вот максимум, на что они способны, это купить бэушный транспорт где-нибудь далеко-далеко и сюда его привезти. Они даже купить не могут. Вот в чем проблема. Персонально ваш был Андрей Потылицын, политтехнолог, в гостях у Руслана Валиева вчера. Ну да, и полная версия у нас найдется в YouTube-канале, в Instagram-аккаунте, а все ссылки в Telegram-канале «Эхо Москвы» в Уфе также вы найдете. Поскольку после перерыва мы надеемся по видеосвязи созвониться с активистом движения «Дворы наши» уфимцем Даниилем Кашаповым и обсудить некие итоги обсуждения генплана и другие вопросы некого противостояния общественников и городского совета, мэрии, властей как таковых, мы хотим голосование на эту тему с вами запустить, и понять ваше отношение вообще нашей аудитории радийной «Эхо Московской» в Уфе к деятельности тех или иных активистов. Сейчас безотносительно конкретно «Дворов наших» и вообще Даниила Кашапова, вот в целом. Вот активисты, которых частенько мы в эфиры свои зовем, которые пытаются решить какие-то вопросы. Пытаются сделать лучше город, с их точки зрения. Как минимум, с их точки зрения. То есть какие-то меры предпринимают, записывают обращения к Путину, к Бастрыкину, подписи собирают, петиции запускают в интернете, что-то все время делают. Вот на ваш взгляд, способны ли они реально что-то изменить в лучшую сторону? Правильно ли они поступают, совершая вот эту гражданскую активность? Если
вы их поддерживаете, несмотря на все трудности, они способны изменить мир к лучшему, то ваш телефон 262 72 47. Если вы считаете, что это бесполезно, критическая масса, количество этих самых активистов маленькое, у нас настолько закручены гайки в стране, в республике и в городе, что любая активность не имеет никакого смысла. Или приводит к переезду в Грузию. Например, да. То есть это пустая трата времени, ресурсов, сил, денег, и в конце концов вообще может привести к негативу. То есть вы вообще против, скажем так, какого-то активизма гражданского. 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Итак, голосуем по поводу гражданской активности. Не в политических вопросах, а прежде всего каких-то общественно таких значимых, да, городских, каких-то муниципальных, поселковых, сельских и так далее. Активисты молодцы. Их мало, но они в тельняшках, как говорится. То есть они что-то делают, они что-то двигают с большим трудом, со скрипом. Но, черт возьми, иногда им что-то удается. Иногда какую-то стройку остановят. Они стараются остановят. изменить мир к лучшему. Да, иногда они выглядят убедительно, иногда смешно, может быть, иногда нелепо даже. Но по большому счету именно вот так вот формируется гражданское общество, поэтому вы в целом позитивно относитесь к деятельности городских и не только городских, в принципе, активистов гражданских. 262 72 47. Номер для оптимистов и для тех, кто считает, что это бесполезно, что это бесперспективно и даже вредно. Номер телефона 262 72 48. Знаешь, Руслан, я как раз-таки считаю, что в таких активистах есть польза, потому что я сама такой активист. А мне вот не безразлична судьба парка Аксакова. Я сделала небольшую презентацию с его улучшениями и отправила ее Валериану Гагину, поскольку он депутат от нашего округа. Говорю: Валериан, вот давай вот что-нибудь сделаем, потому что ужасный парк. И хочу сказать, что он ведь обратил на это внимание. Он гулял с журналистами, он рассказывал про меня и про улучшения. И к 23-му году хотят ведь парк Аксаков все-таки взять и сделать лучше. Ну да, как мы Если сказали не выше, делать, то ничего не произойдет. Да. И как мы уже заметили, с парками-то как раз более-менее что-то получается, по крайней мере, с не очень большими. Жалобы к высшим инстанциям не есть гражданская активность, пишут нам слушатели. Что же тогда есть гражданская активность? Это Расскажите мне, пожалуйста. Да, вот я тут согласен с тобой, конечно же. То есть, да, это вот своего рода такая активность. Ну, а как? То есть, это как раз действие определенное. А просто сидеть и говорить, что власть ужасная, давайте ее сменим, мне кажется, это бездействие. Это путь в никуда. Абсолютно. Сидеть вот так на диване, поэтому я не согласна с нашим радиослушателем. Вот, и слушай, большинство тех, кто проголосовал, тоже, в общем-то, не согласны с данным слушателем. Смотрите, у нас 85% в последний момент с большим отрывом побеждает первый вариант. Гражданский активизм полезен, несмотря на все сложности. У него есть будущее, и у него есть выхлоп реальный. И всего лишь 15%, 16% получается. Наша аудитория. Да, говорят, что это бесполезно и даже вредно. Уходим на московские новости, потом уфимские. Вернемся, надеемся, с Данилем Кашаповым. Не переключайтесь. Доброе утро, 6:30 в Москве. На Эхе новости, в студии Андрей Шашков. США сегодня могут ввести санкции против 4 пророссийских сепаратистов в Донбассе, пишет со ссылкой на источники газета Wall Street Journal. Против кого именно ведут ограничения, не уточняется. По данным газеты, меры должны оказать на Москву дипломатическое давление. На случай дальнейшей эскалации напряжения на российско-украинской границе в Вашингтоне готовят различные варианты санкций. От запрета на экспорт в Россию любой потребительской электроники, произведенной с использованием американского бизнеса или технологий, до персональных санкций против президента Владимира Путина. В Кремле неизменно отрицают наличие планов вторжения на Украину. МИД Великобритании могут перевести на кризисный режим работы из-за конфликта России и Украины, сообщает со ссылкой на источники агентства Bloomberg. Власти Великобритании поручили сотрудникам МИДа быть готовыми к тому, чтобы как можно скорее перейти на кризисный режим работы на фоне растущей обеспокоенности российской агрессии по отношению к Украине. Запуск режима будет означать перераспределение обязанностей ведущих сотрудников ведомства. В первую очередь они будут заниматься вопросами политики в отношении России и Украины, а также выработкой ответов на рост потенциальной напряженности, в том числе работой над санкциями. Международная организация гражданской авиации ИКАО по итогам расследования инцидента с рейсом компании Ryanair Афины Вильнюс 23 мая не выявила принуждения его к посадке в Минске со стороны белорусских властей, в том числе с использованием истребителей. В ИКАО заключают, что посадка стала результатом предоставления неверных данных. Тогда лайнер посадили из-за сообщений о бомбе на борту, которое не подтвердилось. Зато на борту нашли экс-главреда белорусского оппозиционного телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича с его спутницей, россиянкой Софией Сапегой. Обоих сняли
сняли с рейса и арестовали. Им грозят многолетние тюремные сроки, сразу по нескольким уголовным статьям. В Евросоюзе произошедшее назвали актом воздушного пиратства и ввели против Минска новые санкции. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выиграл дело в Европейском суде по правам человека. Он, не требуя материальной компенсации, просил признать незаконным свое уголовное преследование после поствыборных протестов 2008 года. Тогда на выборах президента Армении победил Серж Сарксян. Пашинян активно участвовал в протестах сторонников оппонента Сарксяна, Левона Тер-Петросяна. В столкновениях с полицией погибли 10 человек. Пашиняну дали 7 лет колонии, но фактически он отсидел всего год, выйдя на свободу по амнистии в честь 20-летия независимости страны. В 2018-м, возглавив очередные протесты в Армении, Пашинян добился отставки Сарксяна с поста премьер-министра и сам занял его кресло. Письма, рукописи, фотографии и автографы политика и писателя Эдуарда Лимонова выставят на торги, рассказали в пресс-службе организации «Литфонд». Аукцион намечен на 3 февраля, канун дня рождения автора, которому в этом году исполнилось бы 79. Среди лотов письма к Лимонову от первой жены, матери и отца. И о погоде. Сейчас в Москве минус 10, ясно, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Днем от 8 до 9 ниже нуля, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Андрей Шашков, служба информации, Эхо Москвы. 3, 2, 1. Реклама. Внимание! 20 января во всех аптеках Фармленд скидка 20% на весь нелекарственный ассортимент и БАДы. Запомните, аптеки Фармленд. 20 января скидка 20%. Фармленд, что надо. Подробности акции в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. БАД не является лекарственным средством. Внимание! Старт продаж. Новый умный дом с панорамным остеклением и кондиционером в каждой квартире. Успейте забронировать квартиру по стартовым ценам. Звоните 280 10 280 10. Специализированный застройщик ООО ИСК «Стройфедерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. В 8:34 в Уфе на Эхе новости, у микрофона Руслан Валиев. Следователи ищут пропавшего 2 года назад Артема Мазова в монастырях на территории по всей России. Руководитель отдела по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета Эдуард Саитов в интервью изданию «Пруф» и сообщил, что поиски Мазова не прекращаются. Напомню, Артем Мазов, 5-летний Вячеслав и 8-летний Илья пропали 26 октября 2019 года. Мать мальчиков рассказывала, что они с супругом поругались, после чего он забрал детей и уехал, не взяв документы. В июне 2020 года труп одного ребенка нашли в Уфимке, микрорайоне Док, а второго в Белой, в Демском районе Уфы. Как рассказал Пруфом Саитов, это дело будет расследоваться, пока Мазова не найдут. Есть 2 версии случившегося. По первой, Мазов убил детей и скрылся. Его банковские счета контролируются, проверяются различные места, где может быть подозреваемый, включая придорожные сети, кемпинги, в том числе и религиозные заведения на территории страны. Согласно второй версии, Мазов вместе с детьми свел счеты с жизнью. Исходя из заключения экспертизы, причина поступка – ревность. Также следователь прокомментировал переезд родителей Мазова. По словам следователя, они покинули Башкирию, так как здесь их уже ничего не удерживает, и им, вероятно, морально тяжело находиться в республике. Специалисты Министерства природы Башкортостана поймали рысь, которая напугала жителей домов на Ростовской улице в Уфе. В конце декабря в сети публиковались видеозаписи из дворов жилых домов на Рязанской и Ростовской улицах, на которых был запечатлен хищник, но поиски зверя результатов тогда не дали. Вскоре о ночных вылазках рыси сообщили сотрудники подстанции Башкирэнерго на улице Рязанской. На этой неделе рысь попала в ловушку. Кошку после осмотра ветврачом вывезли в Благовещенский район и выпустили в лес, в котором, по данным министерства, обитают зайцы, боровые и мелкие птицы, составляющие основную часть рациона хищника. По словам заместителя начальника отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Глеба Егорова, хищник, вероятно, зашел в город со стороны микрорайона Сипайлово, к которому примыкают обширные пойменные леса, не столь богатые животными, которыми питается рысь. И о погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Уфе облачно, небольшой снег, минус 6 градусов. В течение дня температура может повыситься до минус 4. Облачная погода сохранится, временами будет идти снег. Руслан Валиев, служба информации, Эхо Москвы в Уфе.
Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем уфимский разворот на радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Руслан Валеев, Анна Яни и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. И вместе с нами в эфире, но не в студии, а по видеосвязи, активист движения «Дворы наши», уфимец Даниль Кашапов. Доброе утро, Даниль. Здравствуйте. Ой, что-то я второй раз подряд забываю наушники. Так, ну, у нас ряд тем, но самая основная тема — это проект генерального плана, который обсуждался, ну, будем говорить, частью общественности, не скажу широкой, хотя очень хотелось бы сказать, что широкой общественностью, но, как показывает практика, не всегда получается. Генплан Уфы до 2040 года, соответственно, и кому, как не активистам, более-менее понимать все-таки слабые, сильные стороны и по поводу того, есть ли какая-то, я не знаю, обратная связь, реакция тех людей, кто за это отвечает, на возгласы и призывы активистов, которые не согласны с теми или иными пунктами. Начну с такого. Официально там более десятка тысяч откликов. 16 тысяч, по-моему. 16, да. Из них что-то там типа 10 тысяч за, да, и так далее, и так далее. Вот это огромное количество отзывов, на ваш взгляд, это реальные чаяния люди, или это все-таки какие-то согнанные бюджетники оставили свои, значит, впечатления? Как вы оцениваете ситуацию? Ну, часть из этого это однозначно какой-то там административный ресурс, потому что, ну, до нас доходила информация, что, ну, и документы даже, что там администрация районов просила там через школы, например, участвовать учителей, там, проголосовать за, через какие-то предприятия. То есть, ну, вот этот факт, как бы его сложно отрицать, он действительно документальный, я вам, в том числе, Руслан, присылал. То есть администрация, безусловно, включилась, потому что, видимо, ну, они поняли, что мы включаемся, и подумали, что когда много будет плохо, ну, или против генплана, или каких-то критических, есть шанс его не принять. А для города это важный документ. Ну, вот они решили. А вот, насколько он важен все-таки? Некоторые говорят, да ну, это же символическая история. Фактически потом с каждым разом на отдельно каждом взятом участке будет решение приниматься, отдельные слушания, там, очень публичные или не очень публичные, но все-таки это лишь какая-то рамочная история, которая ни на что не влияет. Вы согласны, нет? Нет, не согласен. Это на самом деле очень важный документ, потому что, грубо говоря, он закладывает необходимую, ну, возможность. То есть, возможно ли там застройка вот этого микрорайона или там вот этого сквера или вот этого еще чего-то в будущем. И вот именно генплан, он как основной градостроительный документ, он и определяет это. Если, грубо говоря, в генплане это будет рекреационная зона, то ты там хоть что делай там в правилах землепользования, застройки или там в проекте планировки, в проекте межевания, там хоть как там с кем договариваться, хоть там те, кто хоть что будет обещать, если у тебя в генплане это рекреационная зона, то уже можно спокойно писать в прокуратуру, уже Стройнадзор, и уже девелопер или там собственник, неважно, этого участка, он уже получит проблемы с надзорными органами. То есть, грубо говоря, вплоть там до возбуждения уголовных дел, если там выдано разрешение на строительство, а не имели права. Конечно, это на самом деле очень важный документ, и нельзя к нему относиться так вот, типа, спустя рукава. А получили ли вы обратную связь по всем вашим пожеланиям, обращениям туда? Ну, заключение уже вышло. Вот вчера вечером выложили заключение по генплану. Мы вот сидели, сейчас изучали, там, потому что очень много замечаний. Ну, мы до этого получали обратную связь, а сейчас мы уже увидели, грубо говоря, конкретный результат наших обращений. Ну, и что там? В принципе, уже результат есть, то есть в плане обратной связи. Какой он конкретно? Давайте приведем пример. Касается чего замечаний, какая обратная связь? Ну, смотрите, как сказать, тут надо так сказать. Во-первых, часть замечаний все-таки признана как целесообразной. То есть часть наших замечаний, которые вот конкретно Дворы наши писала, она признана целесообразной, их включили в генплан. Это уже хорошо. То есть уже какой-то мы... Не все, конечно, включили в генплан, и есть некоторые решения, которые вызывают раздражение у нас.
Но часть замечаний включили, и это уже, в принципе, можно сказать, что хорошо. И нам, и администрации, что она послушала нас. А вот что они послушали? Да, примеры. Какие включили, а какие не включили и вызывает раздражение? То есть конкретные примеры. Вот смотрите, включили вот тоже действительно Непесовский дендропарк. На самом деле там нюанс какой. Министерство природопользования о том, что неверные границы Непесовского писало уже давно. Оно написало об этом в марте 2020 года. Но несмотря на письмо Министерства природопользования, ничего не было поменено. Я не знаю, почему, может, там какие-то изменения в архитектуре на это повлияли, может, что-то еще, может, это умысел, не могу сказать. Но суть в том, что письмо было, мне ответило Министерство природопользования, на него не отреагировали. Отреагировали только когда, грубо говоря, подняли хайвай. Ну, то есть с помощью «Эхо Москвы» в том числе. Вот. То есть не Петровский, откорректировали его границы. Там большой участок около Акьорта, он переводился в общественно-деловую зону, его перевели в рекреацию. Зону 600 дали. Потом дорогу за парком Гафури, то есть она там шла по тропе здоровья, прям, ее тоже там перенести, признать целесообразным. Что еще там? Дворец спорта разметили наконец-то, то, что там общественно-деловая зона. Там, где Искра, тоже разметили. Вот пока из того, что вот мы писали, вот это, по крайней мере, признано целесообразно. Уже, не супер, но уже тоже хорошо результат. Ну, конечно, конечно. Когда ты делаешь что-то непростое, и есть успех хотя бы небольшой на толике, ты как бы воодушевляешься, я по себе знаю. Что завернули? Да. Так, завернули... Так, вот там тоже завернули Западное шоссе, например. Вот мы еще раз не расслышали. Какое шоссе? Западное. Ага. Это, в общем, дорога, проходящая вдоль железнодорожного полотна. Которая могла бы там пройти. Да, которая могла бы пройти. Короче, параллельно улице Зорге со стороны там, выезда на Затон до, получается, Интернациональный. То есть там на самом деле ужаснейший рельеф. Ну, то есть я был на Висячем камне, сделал видео там оттуда. Там видно, что это крайне фэнтезийный проект. Ну, его сложно назвать другим, кроме как фэнтезийного, потому что туда нужны просто нереальные какие-то средства. Там можно 50, не знаю, трамвайных линий в Уфе запустить на эти деньги. Ну, то есть там надо нереальное количество земли отсыпать. Там склон, там карст, там... Ну, в общем, там и опасность для того же Зеленого берега будет, жилого комплекса, там, микрорайона, потому что там очень близко будет эта дорога и может вызвать оползни. То есть смотрите... Ужасный проект, но его включили. Его включили, вы против, но мы же с вами понимаем, исходя из того, что только что вы сказали, что это совершенно фантазийная история, и до 40-го года тут даже проекта не будет, наверное, зная, как у нас достраивается элементарный проспект Салавата Юлаева в черте города. Но все равно, Руслан, мне кажется, что вот какой смысл нам делать, вот мы с вами, допустим, сидим и обсуждаем, как развивать наш город. Вот, Руслан, какой смысл включать в план города, фэнтезийные проекты? Согласен, мы можем на дирижаблях транспортное сообщение Уфы делать. Ну, то есть вот таким бредом мы можем заниматься, но, простите, это же, несерьезно. Конечно, общее отношение к документу меняться будет в негативную сторону, когда мы будем понимать, что в нем совершенно нереальные вещи присутствуют. Так, а вот что касается, я не знаю, конкретных историй вашего противодействия с администрацией Уфы вокруг парка Гафури. Да. Вот эта вот история с слушаниями в новогодние праздники прошлого года, с переводом части земель, которая не была анонсирована под застройку. Что-то изменилось ли с тех пор? Или до сих пор вопрос висит? Ну, смотрите, там, получается, по участку, который около парка Гафури, там всю зону отправили в многофункциональную общественно-деловую, и там как бы будет все еще решаться на уровне ПЗЗ. Это вот мы будем участвовать. Следующий этап, вот смотрите, сейчас генеральный план, потом принимают правила землепользования и застройки. И там еще будет у нас целая эпопея. То есть с этим. По участку, который в лесу, который под цифровым ретранслятором. Там, слава богу, получается, что на текущий момент это рекреационная зона. То есть это все-таки получилось вот то изменение было, которое вот как раз-таки под Новый год в генплане, где как раз-таки участок под цифровым ретранслятором, якобы под школу, перевели. Вот это получилось все-таки отстоять. Ну, я думаю, не только нашими силами, все-таки
и каким-то здравомыслием городского совета и межведомственной комиссии, плюс там каким-то общественным там резонансом, плюс там, наверное, как-то чиновники как-то повлияли со своей стороны, своими позициями. Вот это получилось отстоять вот на текущий момент. Слушайте, а у меня вот вопрос. Мы сегодня как раз обсуждали в эфире, что так и не отозвали разрешение на строительство высотки на месте АКФ. А вот по этому вопросу у вас есть какие-то новые сведения? Ну, по АКФ мы предложения делали, они то, чтобы перевести это из там, многофункциональной общественно-деловой зоны, где возможно просто общественно-деловую зону, там как раз территория цирка и АКФ. Ну вот оно признано нецелесообразным. Вот я это смотрел. Ну, сейчас пока новостей нет, то сейчас самый главный вопрос, какой ответ администрация города дала на представление прокуратуры Уфы, и если нет, то когда там прокуратура Уфы собирается подавать в суд на администрацию города Уфы, чтобы она отозвала разрешение на строительство. Вот. То есть по АКФ конкретно такая история. То есть когда будет, грубо говоря, что будет дальше делать прокуратура и как мы можем ей помочь в этом. Ну, в том числе обращениями, чтобы свою инициативу снизу провести, чтобы они уже, опираясь на нас, могли продолжать исполнять закон. Ну, то есть у них же задача какая, чтобы было все законно. Вот пусть они соблюдают. То есть нарушения там есть. То есть я видел там представления и суть их. То есть они довольно обоснованные, то есть не были приведены в общественное обсуждение, не успели они в срок. И то есть ребята, чтобы строить МКД там на месте АКФ, должны провести были общественное обсуждение. Они не провели их. Ну и вот история затянулась, и вот только сейчас-то всплыло. Знаете, я хотел бы сейчас от частного к общему, что ли. Вот есть ваша довольно громкая история, есть общественники, там, условно, во главе с Аллой Яковлевой, которые, значит, протестуют в районе Шатар-Уставели довольно успешно, потом на улице Конституции. Потом я вспоминаю, значит, активистов, защитников Кошкиного леса. И вот сейчас на Армавирской, значит, уже в районе Монумента Дружбы есть горячая точка. Вот несколько групп, скажем так, да, активистов. Существуют ли некие контакты, связи между частью из них хотя бы, или, может быть, со всеми вы как-то координируетесь? И нет ли мысли, может быть, в этом направлении как-то собраться в некое единое движение активистов? Это, кстати, было бы очень городозащитников? интересно. Да. Вот я к чему? Потому что мы-то со всеми по отдельности так или иначе общаемся, кто-то в эфир выходит, новости пишем, понимаем, что вот есть эти горячие точки, но зачастую там пикет — это один человек, видеообращение — это ваши люди с улицы Зорги, да, как там вы это умеете хорошо делать. Другие, значит, умеют преподносить в администрацию подарки. Ну да. Какие-то, ну, там, такие с юмором. Вот. И это все, как бы, конечно, весело, но ведь, мне кажется, если объединяться, то результата можно добиться более успешно. Ну, смотрите, во-первых, контакты всех есть. Ну, то есть я знаю, там, и с Армавирской ребят поддерживают, там, и АУ я знаю тоже. То есть это не проблема. То есть мы друг друга знаем все. Какая-то помощь идет в том плане, что, смотрите, все на самом деле упирается, помимо каких-то видеообращений, помимо пикетов или чего-то такого, все сильно упирается в юридические основания. Так. Но, грубо говоря, если вот у девелопера все мега законно и мега прозрачно, ну, что ты сделаешь? Ну, можно, конечно, попытаться там как-то подавить, чтобы там, не знаю, как-то проект был изменен, например, или, ну, видоизменен. Но если все законно, то очень сложно как-то ему противодействовать, ну, объективно. Поэтому все на самом деле упирается в юридические основания. То есть, грубо говоря, если у каких-то там группы жителей есть задача, ну, вот им не нравится какая-то там история, вот в их районе, что там что-то строят. Ну, первое, что им нужно, это в первую очередь не столько вот какие-то другие активисты. Им в первую очередь нужна помощь квалифицированного юриста, который будет разбираться и искать, какие были совершены нарушения. То есть, грубо говоря, к истории о том, что общественное обсуждение генерального плана и правил землепользования застройки были приняты с огромными нарушениями, мы пришли тоже постепенно. Мы как бы начали раскручивать клубок, и оказалось, что, ух ты, да тут же вот такой там кусок, ну, то есть, такие нарушения мы обнаружили. То есть мы все равно на связи, то есть, грубо говоря, в плане
какие видеообращения записать, какие там, методы там как-то влиять на общественное пространство. То есть, смотрите, мы когда обращаемся даже к тому же главе республики, мы же в том числе пытаемся апеллировать к обществу. То есть мы апеллируем к обществу, говорим, вот, ребята, смотрите, у нас такая проблема, и это какая-то попытка вот на его симпатии привлечь на свою сторону. Вот. Не только уже в самом видеообращении. То есть тут больше всего упирается, наверное, в то, что если объединение должно быть, то объединение должно включать в себя профессиональных юристов. То есть это самое важное. А уже, грубо говоря, методы, как это делать, через СМИ. То есть вот СМИ, конечно, контакты обменяться, но вот я это постоянно делаю. То есть я присылаю кому-то знакомым, что вот список такой журналистов, говорю, вот пиши каждому, и будет результат. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Вот по поводу даже АКФ петицию подписывали, да, на голос РБ, что подпишите петицию против строительства жилого дома. А есть толк от петиции вообще? На них обращают внимание? Насколько это действенный, эффективный инструмент? Петиция, на мой взгляд, это больше история про информационную огласку. То есть, грубо говоря, когда вы создаете петицию, вы можете уже спокойно написать во все СМИ, сказать, что вот, ребята, мы сделали петицию, пожалуйста, напишите об этом. Ну, а учитывая, что в Уфе новостей не очень много, то петиция против чего-то, это уже супер. То есть инфоповод создаете? Ну, смотрите, это же тоже, вот, как сказать, вот мы же видим, как застройщики пытаются работать с информационным пространством, и мы пытаемся работать с информационным пространством. Это все такая, ну, вот они пытаются к обществу апеллировать или к властям, и мы пытаемся. И вот мы вот пытаемся как бы доказать свою точку зрения, кто правее. Ну, это тоже своего рода метод. Вот недавно вы видели, петиция была, что хватит мучить застройщиков, они святые люди, там, оставьте их в покое. Ну, господи, могут и такое. Ну, смотрите, фишка еще какая петиции. Если все-таки получается набрать 1000 подписей хотя бы, как таргет, ты уже можешь спокойно говорить, что вот обычно застройщик как говорит, это ты один такой бузишь, а всем остальным плевать. А ты можешь сказать, нет, ребята, вот 1000 подписей, она же не откуда-то взялась, это живые люди, а у них у всех верифицированы аккаунты в госуслугах, они все проживают на территории нашей республики, даже города. Собственно, и это в том числе дает какую-то отчетность. Они сопереживают за эту историю. То есть подписать петицию не очень, так сказать... Да. Даниэль, понятно. Тут вопрос от слушателя, забегая вперед, видимо, Владимир все-таки интересуется. Какой следующий этап после принятия генплана? И нет ли желания оспорить его в суде? Вот так сразу. Вот желание есть. Ну, желание есть. Будем думать сейчас, консультироваться с юристами. Следующий этап – это правила землепользования застройки. Они, на самом деле, тоже очень важны. Я призываю всех уфимцев... Вот, они же даже более важны. Они уже приближены к конкретным реальным делам на местах. Просто фишка такая, что почему генплан был важен? Потому что ПЗЗ будет опираться на генплан. Вот. А в ПЗЗ вот важно, мне кажется, постараться нам, как уфимцам, ввести ограничения на плотность застройки. Вот есть казанские нормативы, они вполне адекватные. Вот не надо иногда ничего придумывать, когда в соседнем миллионнике уже все там пободались, все что-то придумали. То есть там уменьшается плотность застройки заметно. То есть вот вся проблема всех точных застроек, что, ну, простите, впихивают невпихуемое. Ну, по-другому сложно описать. И, соответственно, вот это вот ограничение плотности, оно должно вот это вот ограничить вот эту впихуемость, простите, да, и будет уже... Ну, то есть это очень важно. А у нас сейчас вообще нет этого ограничения? Или оно у нас такое очень резиновое, в отличие от Казани? Оно есть, но там оно плавает по парковкам, и оно довольно большое. Оно делает где-то 28-29 тысяч жилья на гектар. А в Казани, например, больше 20, ты вот что хочешь делай, но ты не можешь делать. А у меня такой коротенький вопрос есть. У вас есть диалог с представителями глав архитектуры? Вот, допустим, Ольга Сарапулова, да, которая отвечает за общественное пространство, устраивала стримы в Ютьюбе. У вас есть с ними диалог? Ну, конечно, у нас и диалог есть, и тоже Валериан Валентинович у нас на контакте есть. Продуктивно? Ну, как сказать, наверное, потому что, видите, часть замечаний все-таки учли. То есть там же надо рассматривать это все с двух сторон. С одной стороны, мы молодцы, надавили, такие типа красавчики, а с другой стороны, они
соблаговолили. Ну да, это такой обоюдный процесс, как минимум должен быть обоюдным. Да, все верно. Спасибо большое, Даниль. Я напомню, что у нас в эфире был Даниль Кашапов, активист движения «Дворы наши». Да, а это был вообще уфимский разворот, если Руслан, вы забыли. Да, Руслан Валиев, Анна Яни и Никита Полянин. Пока-пока. До свидания, хорошего дня. Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы